Ну вось, сябры, вы праглядзелі тое, што я раблю вось апошнія месяцы. І я спецыяльна пастаралася зрабіць вам і паказаць гэта у прамым эфіры пад адну здымку, без перапынкаў і паўзаў. Чаму? Ну, каб вы сапраўды пабачылі, што я раблю гэта без адпачынку, без вялікіх перапынкаў і не здымаю розныя гадзіны альбо дні. Гэта вельмі важна, таму што павінна быць нагрузка. Менавіта вось такая фізічная, сілавая нагрузка. Можа, вы не бачыце зараз, але я уся мокрая, уся з галавы вот здесь вот. Здесь вот все волосы. Я, звычайна, потым прымаю душ, конечно. Все адзенне, усё яно мокрае. Вось гэта і ёсць да 7 патоў. Вот эта нагрузачка менавіта для мяне. Таму што, думаю, можа, тыя, хто маладзейшыя, яны скокаюць, займаюцца. Дарэчы, калі вы знойдзеце какие-то степ-аэробікі ў Ютубе, вы паглядзіце, што большая часть заняткаў, дзе інструктар альбо трэнер, і там некалькі ён групу ставіць розных маладыя дзяўчыны в асноўным, бываюць і хлопцы, бывает і хлопец-трэнер. У іх трэніроўка, вот эта запись длится каля гадзіны, 56 хвілін, 45, 50, 55, гадзіну і крыху за гадзіну пераходзіць. Таму што у них спачатку вялікая размінка. Перад тым, як яны пойдуць шагаць на степе, пачнуцца какие-то шаги, крокі на степе, яны спачатку вялікую, чуть ли не сілавую такую, цячэ пот, мокрая вся, вось голая рука, она вся блішчыць ад влагі. Дык вось, яны робяць вялікую такую вось размінку. Ну, я не хочу такую рабіць размінку, таму што я стамляюся ўжо, і я яшчэ не дайду до степа, а уже на размінке хвілін 10, з них 15 длится это. Розныя такія ўжо ёсць вялікія, што я там стамлюся, і ўжо мне будзе не да стэпавых практыкаванняў і крокаў. А мне вось падабаецца менавіта, калі адразу на стэп. Вось, я показала некаторыя шагі, і глядзіце, вось у пачатку вот эти вот это есть моя такая невялікая разміначка. Вось гэтую менавіта гэты комплекс крыху со сваімі змяненнямі я падглядзела у аднаго трэнера, хлопца, парня такого, да. Ён адзін паказваў. Мне спадабалася, я зразумела, што гэта я асвою, таму што бываюць больш складаныя такія шагі, больш і па-другое, яны ўсе здымаюць у спартыўных залях, прыстасаваных для аэробікі, для стэп-аэробікі, дзе шмат спейса, месца, і туды шмат, і сюды шмат, і сюды, і тады не могуць такія рабіць кульбіты вакол стэпа. І у мяне такой магчымасці няма. Вы бачыце, якой у меня пакойчык тут. Значит, добра, што у меня тут вот праём і шторка, і как бы я не б'юся об стену. У меня есть вот этот люфт. Ось, ну, здесь добра, что так само не б'юся. И ось мне хапае нават на махе ногами. Да, ось вы побачили. Ось, когда я встаю, да, ось, я это все уже отрепетировала, уже ведаю, как бы различиваю. Так и вы, коли вы вырашите, значит, степ-аэробику осваивать, натхняные моим вот этим видом, вы, перш за ўсё, прадумайце, дзе у сваёй кватэры, у якім пакоі, дзе вы зможаце арганізаваць ваше пространство.
где вы зможете, ось памеры в основном такие у степ-платформ, звычайно однолькавыя. Бывают поменьше, але ось такие стандартные. Ось. И я хочу сказать, что у канцы гэта комплекс. Значит, як я зрабіла? Звычайно принцип такі. На степ-платформу нельга вставать задом. Ніколі. То бок никаких кроков ось так задним планом нельга рабіць. А назад все уже с платформы. Таму яны круцяцца, вертяцца, але каб было так. По-другое правило. Вставать треба полной стопой на степ-платформу, все шаги. Ни на носочек, так, или не на пяточку, или не на сильно край платформы. Треба вставать усей стопой, так, различивать шаг, чтобы вставать. Но это чтобы не подвернуть ногу, не растянуть лодыжку, не отрымать травму, конечно. Это вот второе правило. Это ніколі, значит, задом. Спускаться только, подниматься только передом. Альбо боком можно, боковым шагом. И по-другое только на полную стопу. И, конечно, треба иметь добрую обуток. Звычайно, все в Ютубе, все вот гэтыя люди, молодь и тренеры, яны звычайно у кроссовках. У кроссовках, и потому что стопа плотненько там завязывается шнурком, не на липучках. Не треба на липучках, липучка может отлепиться, и что может отбыться? Тогда расслабится быстро кроссовок, и при каком-нибудь кроке стопа шевельнется, и вы можете нанести травму, растянуть связку, подвернуть ногу и гэтак далей. На гэта треба звертать, як при любой деятельности, техника безопасности повинна быть, так? Ось, там и у мягкой обуви, там, у чешках, таких вот тоненьких, мягеньких тапочках неких, альбо нават такие бывают мокасинчики, ось, нават на шнурочках, там стопа не так защищена, ось, и тоненькая подошва, а тут вот все это. Я, до речи, пошла пешу у специальный магазин обутку, краму обутку, и набыла себе вот гэтые кроссовки. До речи, там были еще тоннейшие, потоннее, але я когда померила, ну вот раз тоннейшие, они ну, не так обороняют ногу и не так сидят на ноге. А коли, ну, я подумала те набыть, а потом думаю, а померю-ка я вот дорожейшие, ось мне не сподобались. И коли я только вот туда ногу, ну вот мою, по моей ноге, все прям вот встала, легла, все завязала, все, это мои, и я думаю, ну я не такая богатая, как набывать танные речи, які потом не подойдут и выкину. И вот отрымались у меня, и я их на улицу не опранаю. Они мне только для степ-аэробики. Я вам свои парады, як я вот зробила, сама себе организовала. Вот это все. И, конечно, я подглядываю, я переглядела, может, штук 50 этих видео. И у меня в закладках закладены, то бок я особливо сподобавшиеся мне відео закладываю закладки, и я збираюсь потиху, повольно, поступово. Кто меня гонит, это не праца никакая, не плян ніякий, это чисто мое хобби для здоровья. И я збираюсь осваивать іншие комплексы. Значит, вот, например, это самые такие простенькие, простые. Хотя, вот видите, когда вы глядите, как я тут, да, это кажется просто. Але я засваивала, я столько раз путалась и блыталась, и покуль я это вот засвоила, казалось бы, вельми простый такой базовый уровень для степ-аэробики. Бачите? Путалась куди-сюди, как, гляжу на відео, мені здається, що просто. А коли починаю сама робити, блытаюсь, путаюсь, как он становится, куда он ногу, как, что. Зараз, мне кажется, это все уже так простенько.
У меня уже у пляне стоит, я еще одну девчину приглядела, и она добрая. Там некие іншие, они придумывают разные кроки, разные рухи. И принцип такой, что, значит, соблюдается симметрия, то есть все, что с правой ноги, потом с левой ноги, чтобы нагрузка одинаковая. Правый бок, левый бок, все, зеркальность такая, симметричность. И, конечно, под музыку. Музыка они называют счет, значит, на 8, но вообще называется квадратами, они кажут. Квадрат это, по-моему, на мой погляд, это 2 раза по 8, это 16. Вы отчуваете по музыке, когда скончивается квадрат и начинается новый. И эта музыка повинна быть на специальный ритм, сколько-то там, раз, два, вот эти вот, это я скачала з інтернету, собі знайшла музичку, мені вона подобається. І вона, конечно, скомпонована вот такими кавалками, разные pieces of music, скомпонованные, соединенные, але принцип вот этого ритма и квадратности, и 8-8 это 16, и квадрат это 16, ну как и в музыке ее 16, потом 32, 64, и сколько там дальше идет, да, 128. Ну вот, значит, вот это все нужно соблюдать, симметричность и темп вот этот. Я пыталась, значит, зробила себе больш павольную музыку, але под ее наоборот больш складана займаться, потому что инерция несет тебя под этот ритм, а коли больш медленно, то это и больш складана. Значит, чим степ-аэробика добрая для нас, бабуль, для сталых людей, хотя это и для молодых, но особливо для людей во узросте. И особливо, может, для женщин. Потому что мало того, что это рух, это физическая нагрузка, это мышцы, это все, это ноги, это узмацняются ноги. А ноги это вот то, что чтобы мы не падали, як тут Алла Пугачова ляснулася, як вона сказала, что она упала и потом лежала и зараз вот ходит с палочкой. Ну, сапраўды, одна девчина в Ютубе сказала, ну, так, ей 77 годов, але 77 годов мы все думаем, что это, ей уже 77, да ей еще 77. Что такое 77 для, ну, чтобы уже ходить, такой быть, выглядать так дрэнна и ходить с палочкой. Ну, але гэта само собой не робіцца. Для гэтага трэба сябе рыхтаваць. Вот мне зараз 67, у нас с Пугачевой 5 дней розница, подождите, 5, так, у нее 15 красовика день рождения, а у меня 20 красовика. И ровно 10 год у нас розница. Она 49 года народжения, я 59-го. Тому я четко ведаю, кольки ей годов. Мне 67, ей 77. И вот для того, тем больше гляжу на нее и думаю, как мне у 77 так не ходить и так не выглядать. Я уже в 67 ось осваиваю степ-платформу и вам раю. Но треба рухаться, треба займаться. Не треба робить себе, ну вот ныть, я ж уже старая, я ж уже пожилая, я ж уже все, меня уже вычеркнулось, я выкреслила со всех списков, да, и окружающие, особливо вот свояки, дети, они быстренько, худенько начинают на тебе глядеть, как на старую развалину. Ось, тем больше, когда ты как бы ноешь, что вот, ну, такие есть люди, мы все разные. Тому, значит, степ-аэробика дает вот это узмацнение ног, это раз. Физичную нагрузку рухания, это, так сказать, это раз, это все к разу относится. Другое, вельми важная речь. Коли вы вучите гэты комплекс, вы как будто засваиваете новые скиллы, навыки.
так, сюда, с какой ноги, туда, сюда. А гэта азначае, што ваш мозг пачынае працаваць. У вас пачынаюць нейтронныя сувязі вот эти ўзнікаць. Як рабіць гэта, якое руханне за якім, і запамінаць іх. А запамінанне это заўсёды мозг працуе. І калі мы становімся сталымі, наш мозг мала працуе. Мы всю інфармацыю ўспрымаем пасіўна, не думаем, не аналізуем, не запамінаем, не стараемся вучыць наизусть. Это вельмі карысна, дарэчы, вучыць штосьці наизусть. Вось, і вершы, песні. І у тым ліку, вось, напрыклад, цепочку руханняў, куды, как, куды, сюды, туды. Вось я это на себе адчула. Это сапраўды, я спачатку так путалась, а зараз у меня уже, я ўжо ведаю гэты крокі, гэты руханні, я ўжо гляжу, как яны робяць, і я уже это уяўляю, як это робіцца, сама ведаю, і мне лягчэй это запамінаць і рабіць. Ось, это другая вельмі важная рэч. Значит, фізічная нагрузка, узмацнение ног. Другое, новые связи, как они называются, нейронные связи у мозгу, працуе наша голова. Это профилактика деменции. И третье, это просто, это золото этой степ-аэробікі, як і танцаў, дарэчы. Гэта тое, што мы учимся трымаць баланс. Вы ведаеце, я калі пачала рабіць першыя тут руханні і движения, меня вело туда, я как бы, я встану, а меня вот так поведет. Вот я вот колено, да, я так, зараз тоже бывает, как-то так лихо скакну, и меня не удержусь, поведет. Але уже это не сравнить, вот особенно вот 3, да, по 3. Я раньше никак не могла. Вот, я бежу. Ось. А ведь это навык. Это уже тот кавалак мозга, які адказаны за баланс, равновесие, і он вучыцца трымаць баланс, и при любых там, нават калі я, допустим, да, мы вот такое делаем, там, вот видите, я сейчас не утрималась, мне гантели мешают, раз, два, вот, то так само, вот, треба, чтобы туда не завалиться, сюда не завалиться, назад встать нормально. То бок все рухання основаны на балансе, на равновесии. И, ну, конечно, тут допомагают руки. Руки повинны не просто болтаться, а руки — это важная часть, важная составляющая степ-аэробики. Все тренеры кажут, не забывайте про руки. И дальше, и не забывайте про добрый настрой. Треба степ-аэробикой робить с задовольнением, с радостью, что вам нравится, вы улыбаетесь. Я даже когда вот сама я все время, я как бы забудусь, ой, это самое, мне же это подобается, а не то, что работа, я должна, ты сегодня надо отходить, отстепить, да. Ну так нельзя ничем заниматься, вот так вот праз нервы, праз напруженность, праз ты, что это надо, треба. Это не треба, это вы хотите, вам это подобается. Ось, и это вельми важно, добрый настрой, баланс, все. И что-то я еще хотела сказать. Что-то такое промелькнула цікавая думка. Вось. Ну, карацей, степ-аэробіка – гэта вельмі добрая рэч. Для мяне асабіста
Я люблю, все життя бегать любила, ходить на стадион и трусой-рисой, да? Чисто для здоров'я. І я бегала всю своє життя. Зараз, після операції на серце, я что-то вот пыталась, и мне что-то на где-то круг второй пробегаю, на третьем мне что-то так становится драновато. И стенд стоит. И я, ну, как бы боюсь, не то что боюсь, но не хочется как бы искушать лёс и гуляться с лёсом, навошта мне так как-то, думаю я. А двигаться, рухаться треба. А ходить, гулять, як вони кажуть, ну, це завжди то надвор'я дренне, то немає настрою, часу кудись збиратися, пранатися, йти. А дома нікуди, і душ побач, і все. І прибиральня, до речі. Ну ось, і береш, і це саме, находився, нагулявся. Ось. І отримовується, ми одразу забиваємо некільких трусів і тільки з користю для себе і для задовольнення. Ось. Ну і під музику рухатися, це дає для нервів такое. Ми колись з Олегом займалися бальними танцями, мені вельми подобається рухатися під музику. Ось у кінці, значить, як я записала цей комплекс, я спочатку від простого до більш складаного, а потім обратно. Коли ви зауважите, от ті практикування, які, значить, наростали, потім були саме такі запутані, складані шаги, кроки, а потім я вже стала назад, які були перед гэтым. Потім я ще перед гэтым, потім я ще перед гэтым. І, конечно, у конце треба криху вот это вот упражнение, которое вот так вот идет, оно очень хорошо вот на эту мышцу. Ось. Вам кажется, что это просто носочком так это постоять, так, ага, ну давай. Но оказывается, это такое, коли я побачила, это вот одна женщина робила, я подумала, что за практикование, какая-то фигня. А коли я поспробовала вот так шмат разов, здесь вот печь начинает, вот эта мышца на голени. Во, классно, это вельми доброе. Ну и потом, конечно, надо заднюю мышцу ног так порастягивать. Да любые в конце, какие вам только подсказывают. Вот просто подвигаться под музыку, вот просто телом под музычку поразминаться. А потом, конечно, я вам говорила, когда на день рождения записала, значит, что знаю шаги, тогда не видела, что есть степ-аэробика. И я кажу, есть, это называется basic. Вот этот шаг basic, базовый, да. Вот. А есть вот V, буквой V они называют, да. V-step. Справа и слева, отповедно. Ось. И я тоді, ще у Менску, у меня засталася степ-платформа. Я брала гантели и чисто вот так я шагала. И довела до того, что я 50 разов с правой ноги, просто с правой ноги 50 разов, потом также с левой ноги 50 разов, потом V с правой и V с левой по 50 разов. И это я записала на видео сегодня. Можете полечить, я, конечно, мысленно считаю и лечу, и я докладно ведаю, что я 50 разов, можете проверить, переглядеть видео и полечить. Но самое цікаве, що це я зробила без перепинку, після основного комплексу, специально показала вам, что я, чтобы нагрузка какая, и это мой такой звичайний заняток. Але я ще не все показала. Після того, як я під музику биструю, то хутку, це хуткий варіант такий. Значить, я зараз покажу в кадрі.
После того, как я 50, по 50 на каждую, значит, то есть 50 и 50, 100, в общем, 200 разов получается, да? 50 справа, 50 здесь, 100 и V, 200, да? Я беру эту платформу и меняю высоту. Меняю, бачите, як вона міняється. Достаются там, вот у меня она немножко, надо сейчас встать, вот, чтобы она там. И вот глядите, вот, она стала в 2 раза выше. Вот. Сначала всегда надо, вы знаете, во-первых, перед каким-нибудь практикованием вы хотите, да, начните, пошагайте. Это basic шаг на платформу, а это называется марш. Марш, у кожного шага есть свои назвы, до речі. Ось. Вот это, например, называется step up. Step up. Вот так вот. Вот. Ну и вот этот основной basic и так далее. Можете в YouTube заказать основные шаги степ-аэробики. И вам выпадут видео на русской мове, и там у меня сустракались и тетенька там за кадром, одни показывают, и она там за кадром начитывает и каже, як гэты шаг, крок называется, як гэты. Ось. У меня нема такой цели, я не инструктор, я не тренер, я не претендую. Я просто показала, як я роблю для бабуль 65+, и для внуков. Ось. Так ось, після того я ще выключаю музыку. Я просто вам сейчас криху покажу, уже еще не буду. Значит, я с такими же, до речі, это по 2 кг, как кожная, по 2. Давайте я вам покажу. Бачно было? Ну так вот, глядите. Я беру, я уже зараз не буду, але не по 50, а по 32 чомусь. Ну тому что я казала 8 счетов, квадрат 16 и 2 квадрата, как бы 2 раза по 16, 32. Или включаю больше медленную музычку. И я точно так же роблю 200 раз. То не 200, а 32, 64, ну 8, получается 128 раз я роблю. Ось, раз, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Одразу спинятися нельзя. Треба поступово серце останавливать. Як ви змогли зауважити, я навіть звичайно кладу гантелі і просто роблю удох і ось так видох. И так несколько разов. Ось. Это так с правой ноги.
Могу и по 30. Ранее, ранее робила вот 30 ровно. Там 50, тут 30. Ось, с большим этим высотой. Ну, зараз я не буду все варіанти. А зараз і зараз прошагаю з лівої, але V-шагом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ну, я вам спеціально роблю це у кадрі. І як відновляю дих, як відпочиваю і як роблю, як показати практично, як це можна у 67,5 год робити. Обов'язково треба відпочивати. І, до речі, обов'язково у вас побач повинна бути вода. І поміж, тобто, это я сплошняком роблю, я только один раз попила. І капи снять без перепинків. Ось, ну, амаль я більше не пила, мені здається. Зараз другий такий раз. Значить, я зараз називається промочу у горлі. 3 невеликих глоточка роблю. Видите, принцип такой. Треба робити, особливо я про бабуль маю на увазі, навіть молодь так робить. Вони роблять невеликі перепиночки на некільких хвилин, 2, 3, 4. Ну, більш довго нельзя. Ви розслабляєтесь, розхолажуєтесь, і вам лень потім назад вертатися до практикування. Значить, 1-2-3 хвилини і криху попить, промочить у горле. Значит, принцип такой, что коли вы маете великую физическую нагрузку, вот такую, как я, вся потная, вся мокрая, нагрузка есть, так, коли вы бегаете, либо только что что-то поробили, докторы кажут, что нельзя, не рекомендуется одразу пойти набухаться водой. Ну, хочется пить, вы спать, все ясно, ну, что вам пить хочется. Але не треба одразу пить шмат воды. Гэта треба зрабіць, калі пройдзе хвілін 15, калі вы цалкам астынеце, сэрца успокоится, органы все как бы придут свое звычайное, свой звычайный стан. Тады, калі вам хочется пить, надо пойти и попить уже больше воды. А калі вот так, вот, прям же, треба так, крыху промачивать
І гэта менавіта дрэнна для почак. Я чула такое меркаванне, калі шмат вады піць между или падчас фізічнай нагрузкі, то для почак гэта дрэнна. А навошта нам сапсаваць почки, так? Вось такие в основном я то, что хотела сказать, поделиться тым, что я даведалася и что я на себе уже испытала, да, паспрабавала на себе. Великий дзякуй, что проглядели, прослухали. Я думаю, что вам сподобалось. Я еще не договорила, что после этих гантелей степ можно выкарыстоўваць. Чым яшчэ степ-платформа хороша, вы ведаеце, яна шматфункцыянальная. Акрамя того, что маленькие детки, калі у вас есть унуки, яны могут як скамеечкой выкарыстоўваць, садиться, да, поиграть. Можно им мультики что-то показывать, они тут трое могут сесть нават. Сами можно сесть, посидеть, да. Ну, калі вы так на высоком узроўні, вообще як скамеечка. Можно ж розныя практыкаванні з ногами и так далее. И яшчэ можно стоять у плянки. Вельмі добрае практыкаванне. Вось вы становитесь на локти, вот так, и вот так, и вот так. Ну, хвилины 2. Я могу простоять, але, ну, вы меня пробачите, просто уже долго. Ну, я думаю, вы уже поверили, что Мар'яна так просто казать не будет. Я ніколі. Калі я не могу это рабіць, я или скажу, что я можно стоять у плянки, але я не могу, не умею, у меня не атрымоўваецца. Ось, я могу и так сказать. Але я могу, и менавіта, ну, хвилины 1,5, але я уже устаю. Хочу дотянуть до 2. Но, звычайна, калі я пасля заняття, я яшчэ на планку, я, конечно же, 2 хвилины, я просто уже стомленная. А калі асобна взять степ и постоять в планке просто без занятка, я 2 хвилины могу отлично простоять и все. Это вельмі таксама добрае практыкаванне фізічнае, планка. Я думаю, шмат з вас уже хто ведае, ну, бабулі ведаюць, не ведаюць. А люди так ведают это практикование. Да, и вот про баланс я говорила, коли баланс, да, проверить, что вот как степ-аэробика нас тренирует вот этот кавалок мозга, який за баланс отказный. Вот, ой, что-то у меня эта левая нога побалит, давайте на правой. Значит, ну, вот руки в стороны можно, да, и вот так. Ось, калі вы до 20 секунд, там, до 20 посчитаете, сможете простоять, я зараз говорю и уже качаюсь, да, ну, ось можно вот так, да, вот. А ранее, кстати, я зауважила, что я вообще сразу валюсь, только встану, и сразу починаю мне, и все, и соскочила. И, до речи, можно становиться крыху, ну, между, где поддержка будет, да, вот так. Где вы знаете, что есть поддержка, там можно стоять и все. Ну, показала, не будем зараз уже вас затрымліваць. Значит, у меня полепшилось, у меня особисто стояние на одной ноге. Ось, прогресс такой, что сначала руки в стороны, это, конечно, ну, да, а потом еще можно, ну, практиковать, что руки вот так. Так, больше складано. Ну, вот, понятно, да? Ну, все. Великий дякую, что прослушали, просмотрели. Я выпущу комплекс отдельно, особенно, каб пад яго можна было займацца. А маё тлумачэнне і каментары я таксама асобна
апублікую. Все, я вам зичу освоіць стэп-аэробіку пачынаць і зычу поспехаў на гэтым шляху і здароўя, конечно. Бабулі forever! Пакуль з вами была Маріанна.